Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Алмазбекова Тилека Алмазбековича и Гусева Валерия Евгеньевича и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джовар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Осмонова Айдарбека Касмалиевича. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Алмазбекова и Гусева о проверке конституционности части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеева, Джулдошевой, Касмалиева, Кадралиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаря судебного заседания Маматалы Кызы Камилы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны Гусев Валерий Евгеньевич. Со стороны ответчика постоянный представитель Джовар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Осмонов Айдарбек Касымалиевич. Третьи лица – постоянный представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики в Конституционном суде Молдубаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Абельдиева Эльвира Телековна. Постоянный представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики в Конституционном суде Жаркынбаев Аязбек Дуласбекович. С обращающейся стороны Алмазбеков Телек устно проинформировал о нахождении в командировке и проведении судебного заседания без его участия. Других вызванных участников судебного заседания не было. Так, Валерий Евгеньевич, первый вопрос к вам. Включите микрофон. Да, слушаю. Вы сможете представлять свои интересы в Да, суде? смогу. Да. Ваше мнение, Айдарбек Касмалиевич, ваше мнение Не о возражаю. возможности рассмотрения дела без участия Я считаю возможным, представителя поскольку обращающая сторона заявляет, я считаю возможным. Не возражаю. Алмазбекова, да? Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, ваше мнение без участия, да? Вот именно. Суд, посовещавшись на месте, определил о возможности рассмотрения дела без участия представителя обращающейся стороны Алмазбекова Тилека Алмазбековича. Так. Прошу изучить, уважаемые коллеги, документы, удостоверяющие личности участников. Гусев Валерий Евгеньевич, пройдите к трибуне, пожалуйста, представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, дату, место рождения, место жительства, место работы. Гусев Валерий Евгеньевич, 51 года рождения, родился в Кемеровской области Российской Федерации. Проживаю в город Бишкек. Работаете? Нет, пенсионер. Присаживайтесь. Осмонов Айдарбек Касмалиевич, пожалуйста, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе. Осмонов Айдарбек Касмалиевич, 1967 года рождения, родился в Нарынской области, в Жумгасском районе, проживаю в городе Бишкек, работаю в Джовар Кенеша, постоянным представителем Джовар Кенеша в Конституционном суде. Присаживайтесь. Молдубаев Алмазбек Тавалдыевич, прошу пройти к трибуне. Представьте информацию о себе. Молдубаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец Бишкек. Проживаю в город Бишкек, работаю в администрации президента, постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде. Присаживайтесь. Абельдиева Эльвира Телековна, пожалуйста, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Абельдиева Эльвира Телековна родилась в городе Бишкек, 1979 года рождения. Проживая по адресу, являюсь представителем от Верховного суда, заведующей отделом по работе законодательства. Присаживайтесь. Жаркынбаев Аязбек Дуласбекович,
Пожалуйста, представьте информацию о себе. Яркумбаев Айзбек Толсбекович, родился 28 января 1977 года, проживаю в городе Бишкек, являюсь директором Института нормотворчества, верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Уважаемые судьи, есть вопросы по документам, удостоверяющим личность? Гусев Валерий Евгеньевич, Осмонов Айдарбек Касмалевич, встаньте, пожалуйста, вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основания или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Валерий Евгеньевич, вам ясны ваши права и обязанности? Ясно? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, У вас есть дополнительные ходатайства? нет. Присаживайтесь. Айдарбек Касмалевич, вам ясны ваши права и обязанности? Имеются ли у вас заявления? Микрофон включите, пожалуйста, еще раз Да, ответьте. ясно. Вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется. У вас есть дополнительное ходатайство? Нет, не имеется.